Науканы қасыған кең білілеммит культурны кихи тулалыр айылғаттан барын аллағын сатан туханар. Оттон түнкетақ кихи айылға бәлем көсті сытар уйгутын рэ туханар кықтақ. Кихи үксян истеген айы уйгу ақсан баранан кини эстер турукка дейер. Бұхатын әттәққа тыыннақ болар ихин оқсуғуға кайтырар. Ити мәккөре соқсуыл. Чё вдруг решил роботами? Хотя вот колхозника нагибает каждый. Масса снайпера. Вот это у нее скорость молотоотдачи. Ага. Алтар газ это ты устымны бит. Эй, ты усыпсылас. Қосқараға күн соқ. Доброе утро. Приветствую, я уже с камерой, как бы предупреждали. Я уже с камерой. Это ты сразу снимаешь уже? Я сразу снимаю. Блин, нашу всю... Чайной как чайной тохадлы и бит коркадлы примерно 3 час аян. Ирбитский завод каждый эй, Ирбитский тоха завод коровника, она котону каждый заправка тоже, он на был Екатеринбург чайной дыр. Примерно манник. Доброе утро. Ага, доброе утро. Сегодня меня сопровождает Вадим Колесников, главный поставщик по сельхозтоварам, так скажем, начиная от семян, заканчивая там ветеринарными препаратами, моющими средствами, да, и оборудованием самого. И зоотехническим оборудованием. Также он еще поставляет, по-моему, в Якутии тоже. Сексированное семя мы поставляем. Сексированное семя — это когда мы можем выбрать семя пол, да? Ну, не, семя оно разделено уже по полу. Ага, по полу. То есть подбирается по всевозможным показателям, там, по жирности, по суставам, по вымени, по количеству, по размерам сосков и так далее. То есть, я вот говорю постоянно, то, что у коров все уже развито намного больше, чем у людей. Когда можно выбрать еще пол, мы знаем все древо, да, коровы. По генетическим показателям. По генетическим показателям все знаем и уже знаем, чего ожидать от новорожденного теленка. Это вот дороги Свердловской. Мы уже проехали город Ирбит, где находится самый большой такой молочный завод, да? Ирбитский молочный завод. Ирбитский молочный завод. И вот направляемся в какое село? Село Ницинское. Нисецкое. Село Нисецкое Ирбитского района, где этот коровник. Коровник роботизирован. Роботизированный коровник. Алло. Молоком. И тут сразу молокозавод, что ли? Нет, почему? Молоком пахнет. Ну вот там молоко. Ага. Танкер допрыгал. Это для молока, видимо, отсюда. Бирер пола бадигнанде. На 150 голов. Ага. А вот и робот стоит, да? Да, это робот. А так у Да, у меня фамилия Масаха, и как бы его поменял, у меня Охлопков было. У нас вообще в Якутии в основном христианские имена. Меня, например, зовут по паспорту Михаил Иванович. По лицу не скажете, да? По внешне не скажете. Нету якутского. Михаил Иванович. Ну вот на якутском просто удобно, вот на якутский лад Мехась говорит. Мехась. Ага. У всех есть якутские имена.
Вот. Все равно Миша. Миша, да, я привык, да, Миша, слушай. Че вдруг решил роботами? Вообще у нас в Якутии нет роботов, и мне очень интересно узнать про роботы, и, конечно, хотелось бы еще испытать их в эксплуатации у себя на родине, поэтому вот думаем, как бы Ну, развиться. это понятно. Так, теперь это примерно какой район, где вы? Это в Якутии, республика Саха-Якутия, и там сейчас, ну, ни в каком там районе нет роботов. Вот это расшифруй, почему, как молодежь не может взять. У нас такая какая-то боль появилась вообще изначально. Это не наша боль, это это- всего шарика боль. Это, скорее всего шарика, а в основном, вот я молодежь 90-го года рождения, 93-го года рождения, и наши родители учили нас, если будете без образования, вы пойдете работать в коровнике. У нас коровник называется хотон, и мы ощущаем хотон как наказание какое-то за то, что мы неправильно себя вели в школе. И это какое-то убеждение в голове осталось, и мы до сих пор не можем это перебороть. Я вот... Да, было я такое, нам тоже говорили тоже в свое так- время. да? Это и- Но это и здесь так говорили, да? Я с 59-го года, считай, сколько, я уже 16 год на пенсии, Ага. так что я все работаю. Но вот они почему-то вот не представляют жизни без животных. Ага. Во-первых, это наш хлеб. Хотя вот колхозника нагибает каждый. Вот буквально каждый, начиная вот все имеют колхозника все. А мы производим хлеб, производим молоко, мясо. Без этого кто мы? Никто. Мы за стол не сядем. С чем мы сядем? Да, конечно. Ага. Вот, а что вот насчет животных, я вообще не понимаю, почему все боятся так. Мне вот, например, больше удовольствия доставляет на ферме работать, чем где-то техничкой. Или какой-то уборщицей, или еще что-то. Я с этими животными, я себя человеком чувствую. У меня какое-то Как вообще... земля от природы, мы люди от природы. Да, да, да. Я, если захочешь, работать можно, деньги Ага. получить можно. Тяжело, Ага. я не спорю, тяжело. Ну, Но да. работать надо. Как то, если не мы. Ты представляешь, вот наше поколение сейчас вот уже уходит Да. на пенсию, все. Ага. Кто останутся, если они всего боятся? Ага. Они что жрать-то будут, по-русски сказать? Да. Жрать-то что будут? Да вот химия, а что ты на химии-то потянешь, и какой у тебя внук, Да. сын, А кто здоровье там? уже все. Да, вот именно. здоровье Молодежь дико. сейчас в 30 лет уже умирает. В Да. химию-то, вот хоть какое лекарство, оно не будет так-то действовать, как на живой-то организм, это же все. Ну вот как вот с этим не работать-то? Вот уже технологии такие, оказывается, С этими вообще... работать очень интересно. Да. Мы здорово боялись первое время. Ага. Да. Мы вообще боялись, не знали даже, как это все начнется. Мы первых коров, когда гуляли, запустили, привели, мы первых коров. Мы практически их 8 заталкивали. Они боялись каждого шороха, каждого звука. Ага. Потом мы тут для пробы неделей несколько оставили, и походили. А сейчас они уже как-то приходят, оставляешь ее, вот утром пригоняем, до вечера оставляем. Они походили, поорали, но что, незнакомое место. Это мы первотелок сюда добавляем. Ага. Туда. Они уже к звукам к этим быстрее привыкают, потому что эти все ведут себя спокойно, Ага. все уже как-то, они это... Они вот черный пестрый, да? Нет, у нас галштины. Галштина? Галштины, но для галштинов эти вот дальневолетские вот эти вот роботы, они уже малые. Коровы большие, некоторые по 8 центнеров, здоровые такие. И она вот заходит, ее со всех сторон зажимает, и она как бы это, ей надо и поить, она бочком до всякого уже устраивается. Ага. Крупные сильно. Стали это, мелкие были, сейчас большие стали коровы. Это вот у вас два робота, да? Да, два. Ага. И коровы сами по себе уже привыкают и заходят сюда. Какая, видишь, вот и Ага. коробка пододвинулась, там ее Да, подстала. по очереди заходят и... Проверили, как и надо, она заходит, но не встает, а она так и стоит, что это пододвинулась. Ага. Ну, борта автоматизированы. И примерно сколько килограмм молока вот вообще за год? И сколько здесь коров вообще? Ну, они пишут все время, что 140, и 140 не пробовали гонять много. Не успевает он за сутки пропустить всех. Некоторые просто 3 раза, Ага. некоторые 2 раза, а которые перед запуском уже уходят, мы их там на 10 часов переводим, через 10 часов и так вот, чтобы присушить. И получается, что это тоже место как бы занимает, потом поменяем. Самый вот оптимальный вариант это 60. Ну, 60 можете- на можете- одного робота. Да, Ага. ну может 65, потому что он 2 раза встает за сутки в мойку. Потом, когда молоко увозят, танк моется молочный.
это же тоже время, все. И потом, если вот эта корова заболела, он же ее сливает в бачок, не это самое не пускает туда, в общем. сразу сам определяет. Да, он сам по соматике там по компьютеру показывает, и уже показывает, что на слив, и оно сливается молоко или в канализацию, или в бачок. Но мы когда телят много, мы в бачок, что увозим сюда. А когда некуда девать, приходится, что там, если больное молоко, и лечим с антибиотиком, всё, оно уходит в эту в канализацию. Вот. И на это тоже требуется время после каждой коровы, все ополаскивается, моется. И оно как бы... Время ну, занимает, да? Да, Это? время-то идет, на все время тратится. Приезжает, делает техобслуживание, отключает, который раз на 5 часов, на 8 часов, пока они там все переберут. Это тоже время. Они все уходят в красное, а после того, как они перетерпели, передержали, сам знаешь, что вот там, естественно, будут мастить. И уже как бы она молоко перегоревшее, не то. И вот они опять начинают, некоторые слабенькие, больные были, они снова болеют, а некоторые перетерпят, продуются и настроятся, все нормально. Но вот лучше всего мы подумали, порешали, у нас как-то 60-65, вот так вот лучше всего. Ну, в раза больше бывает, как отелов. Отелов очень много, там некуда ставить, мы сюда пихаем. Вот так вот. Вообще замечательно. А вообще, сколько коров вот в этом хозяйстве? У нас вот здесь вот на ферме 336 коров. 336 коров. Да. Но они не все здесь, у нас там дойный корпус и родится там. А в среднем с одной коровы сколько тонн молока получаете? Я тонн не считаю. Да? Мы нынче план сделали, у нас 10 тысяч на корову было, мы сделали его. 10 тысяч, 10 тонн, то есть коровы. Да. Это вообще для нас немыслимо просто. Ну, вы Как сами можно 10 тонн с одной коровы? Мы, как сказать-то, мы тоже думали, что здесь не будет. У нас просто хороший был, как сказать, показатель, когда с нами поработал один зоотехник по кормам, он как бы это, ну, разбирается в кормах, все. Он позапрошлый год начал с нами работать, ну, и потом вот он с 27 литров до 30, почти 2 поднял, буквально вот за 2,5 месяца, почти 3. Моментально. Это все зависит от кормов, какие корма, какие коровы. Так что каждый литр показано, в компьютере все литры есть. И вообще вот робот там следит за коровой, за его поведением. У нас была система, это навигатор, которая за осеменение отвечала, следила за ней. Но они у нас с апреля месяца вообще не стали работать, отключились, договор больше не заключили. Как-то это ну, вообще некрасиво получилось, не хочу даже это. Ну, а в основном все равно вот он ходит, слесарь, робот, он приходит, осеменатору говорит, там лялька скакала на пургу, там эта погода туда, эта рюмочка сюда, это туда, всех коров по кличкам знает, он сразу говорит, и смотрят потом по времени, когда она телилась, считает и осеменяет, и все. Но у него, вот, допустим, осеменение, сколько коров прошло здесь осеменили, и сколько числится, вот, допустим, на 100 коров, 140 коров, у него 142 теленка. Вы учитываете. Они по сами журналу. следят, они следят. У них компьютеры все, и по журналу записывают. Вот тут, например, можете подсказать, что тут указано сейчас? Вот. Ну вот, видишь, голова у коровы. Вот она прямо так стоит. Вот это у нее скорость молотоотдачи. И вот это вот еще, вот сколько осталось еще ей додоить, она, видишь, сейчас будет скорость падать, она будет, значит, отдаиваться. Вот у нее прошлый раз она приходила, у нее было 16 литров. Сейчас уже 13,5 вот. Отлично. Она уже додаивается. Прям вот робот всех по кличке, ну, именно у по них датчикам номер, знает. Вот, видишь, номер? Номер. Всех знает. Номер коровы, но они по кличкам знают, они по номерам. Вроде так знает уже. А сколько вообще человек работает в этом коровнике с роботами? Должно работать у нас 3, но у нас один на данный момент работает. Никто не хочет работать. А можем, да, пройти там? Пожалуйста. Да, ничего страшного. Это вот коровки в очередь стоят, да? Да, вот туда. Ворота. Она подходит, он номер считывает, ворота открываются. Если она не подошло время к дойке, там стоит флажок этот, он ее отворачивает, уходит туда-обратно. Это... Если время вышло, он ее сюда пропускает. Это вот по датчикам он понимает, да? А датчик у него где зачипирован? У них на ухе чип. На ухе это бирки, которые, да? Отлично. А это скрипер. Получается вот. И навоз у вас вывозится на машинах, да? Выкачивается вот там бочка увозится. И
И постоянно так. Коровки чистые, приятные. Ага. Ну вообще здорово. Үтчанақтары көрінен үтчанары. Ой. Кондикор бар ебет. Это установка для Вот, вот. Вот пропустила, да? Ага. Пропустила, значит... время выставки можно и... И она сама понимает, да, когда ей надо. Ну, когда наполняет. Ну, во-первых, их там вкусняшками заманивает, там же комбиконка сыпется, каждого сколько дует и сколько выдается, там рассчитано сколько там. А сколько раз доится в день? Все по-разному. С новотелу 3 раза доятся. Если никаких проблем, поломок никаких нету, то значит, а так и 2, и по разу, которого перед запуском присушиваем, который он То есть- помоет, обработает водой, потом забрызгает, обработает. и Тут всё. условно 2 зала, да? Ну да, Тот получается. зал именно для того робота. Первый робот, второй робот. Ага, ага. Да, они А не бывает так, путаются. что роботы ломаются? Конечно, ломаются. чё Ага, они? а его на месте чинят сразу или Мы бригаду вызываем. бригаду? Первые 1,5 года, когда мы работали, А? там вообще было все как по гарантии, все обслуживание было чики-чики, все было хорошо. Звонишь, ночь полночь приедут. Ага. 1,5 года прошло, начались немножко как бы проблемы. И за это время их установили много уже везде. Ага. Тут, там. Ага. И компания-то еще и границу закрыли, и то другое, и начались проблемы. То запчастей нету, то их там уехали они то в Казахстан где-то делают, сейчас вот они ездят везде, то они где-то там чуть не под Питером, а мы здесь. И когда эта бригада приедет, но у них не одна, конечно, сервисников много было, потом начали что-то все бежать, увольнять все. Компания начала раз плохо работать, что за границу надо там через сколько-то границ, вот и все, и сейчас не знаю как, приезжает, но редко дозваниваемся, договариваемся. А когда ломаются, у вас есть запасные елочки, да, скорее всего? У нас здесь ничего нет. А как доете тогда, если робот ломается? Ждем. Приезжают, все равно не знают, что у нас ничего нет. Там у нас мест свободных нет, ставить некуда. Ага. Ага. У нас там полностью корпус забит, родилка тоже. У нас вот все, сколько у нас есть поголовье коров, у нас еще там есть телки, и это самое, как сказать, маленькие телята, по-русски-то. Он есть на семенение, но нынче мы все отправляем в Бердюгник, даже в центральный, потому что работать некому вообще получается. А у них там больше группы набирает, чем у нас. И нам так проще отправляем. Вот. Вообще Ну супер. еще вот самый хороший, как сказать-то, самый хороший, получается, у нас работник, это вот там Алёка стоит. Что, кто? Алёка? Алёха Алёха? не пьет, Ага. не курит, работает строго по часам, Ага. у него все чики-пуки. Зарплаты не требует, Только чтобы батарейка работала и не все. кушает, да? Да. Это вот для этого, для копыта. Ага. Вообще классная вещь. Обработка копыта, да? Но Маникюрные. педикюр. Педикюр, извиняюсь. Ага. Этот товарищ вот. Ага. Его как поставишь, программу настроишь, он во сколько должен ходить, он во столько и ходит. Он может 3 раза за ночь сходить, может быть. Там у него как настроено, может там 4 сделаешь, как Ага. и днем. Он- Вот перед тем, как он приедет, вот в час во втором раздавать, 2 раз заезжать, Ага. он до этого еще им подровняет, подтолкнет. Ага. Так что вообще хорошая вещь. Если она нормально настроена, вот работает хорошо, Ага. все удачно, незаменимо, просто, ну, так скажем. Ага. Нам нравится он вообще. Вот, Лёха. вот, Леха. Ага. Буроват астронанем берег. Ну, мы сейчас застанем, да, его рабочее время. Надо спросить у Вани, во сколько он пойдет, он, по-моему, выйдет. Он что, сам пойдет? Сам, конечно. Сам идет, ага. Там компьютер подключен, Ага. все. Аска каччиган адибат үлехет бу. Алексей, да? Так, официально. Леха. Удаление у нас этот вот скрепер, он называется Наташка. Ага. А вот скрепер Сахомира Наташка зовут. Наташка. Манны котоннору уруканады, манны котоннору. А, ол массаж түрегенер ол. Массаж.
Ай, көрінір қайда құдығылда үйттәғім бұл. Қайда құдығылда үйттәғі. Массасына айтырым. Бары свободных делар мана. Күттаныма хаты. Күттаныма. Астара бұл. А вообще тут отопления нету. Здесь нет. Холодное содержание. Ага. Но Ну, оно не холодное, плюсовая температура. плюс 5. Датчики-то постоянно срабатывают. Так-то. Ага. И он идет. Ага. Очень хороший станок вообще. Ага. Все на лебедках. Она вот такого ростика у меня ветеринар, Ага. инсеминатор обрабатывает на этом. Но это же проблема именно с определенными породами же, да? Коров ну, с копыта. Галштины вот, допустим, Ага. он же здорово. Это вот галштины. Ну, у нас Галштины. О, сколько молока там вообще вот. Ёлки-палки. Все по-разному. Ну, контроль вот когда делаем 38, 40. Көрінер. 48 от одной коровы за 2 раза. Там вот даю здесь туда. Бuna 10 тонны берет. Сбеем их программу. Леху сейчас запустит. Так, блин, бұл Леханы қоп булар. 2 аккумулятора от КамАЗа было. Так он немного медленный. Не, ну сейчас разгоняться, наверное. Не, ну, скорее всего, медленно работает. Ну, зачем ему спешить? Ну да, ну что просто. Вечером ему не надо. Bu bana kastaran annem verir bu. Rata aldık. Artık помер. Пылесос кудuk, короче, робот-пылесос кудuk. Системалар была, но робот-толкатель была, да? Mana? Bikin kutuk bobatah. Pastian harus turun, anara температура регуляцияланар. Анна сылтар тоқтап плюс көрілілер. Сылтын ярығындағына тоқтатуң мод. Şu бәді тұрылар. Бұл боллағанда педикюрный салон. Манна келендер туяқтарын кыған берелер. Чағына кені қамырығыр үшөйіп болар. Сүйеғыр ұры оқылы бад. Онна комфортные условия болар бүгіне қатты қамырығыр. Олейін үйтел бір. Оғанық аппараттарымен қаянды надалар. Оны тұспа педикюрчик бар болын нады. Доктор Мустафа. Доллара моста бартер гинке. Мана хамалары рутумный бай. Бартер гинке. Сынас камарга. Ну больше это видели мастера в лапу, по-моему. Turallar.
Ас. Эй, проходи. Лучшалар это вон. Кеден турулы. Бу бары гынары мас пай турулы. Ол кимера массажны турur онно дула килбеттер. Это кире кат булу пай дейди. Паана риханады. Димла бу кини. Ики бахадыр. Так, системата маннык бу боллагана меччерек сирдиякка да аттыкка. Ана ахыллар утуяллар. Онна бары бу робот инен ахаллар. Бу хинен бу кини боллагана чугахавттарын кенне датчыгынан угагар бар датчыгынан бахарар. Бу нактахан келен ымытайген. Фотортагаты ымып боллагана ана ахыллыбат. Онтон ыдар кеме келбип боллагана ана ахыллар. Онтон нактар боллагана үксүн бээлери билеллер, үйренеллер, кахан ыналлары, онна киндер ыналлары киндерге нада болан киндер манан үттере келланы бидде ахаллар бээлер эме. Аны бастан үйрөтеллери була комбикорумнан үйрөтеллери бит. Бу робот турар. Оны иннигер комбикорум кутуллар. Ол ен киндер меннигер серилер. О бар деди бедерете көстөрдү. Комбикорум кене ол онно ахаралар келелер. Онна тарычы ыналлар. Всё приятно спалет. Көрүнөр робот. Мартно суя кайытыр. Уже Barco robot, donde lo No, rest. Swimming. Nakkalle. Aralarında bir de Kurang ondan kan diburu siapkan. Kan diburu kelle. Wah. Terus kita bilangan resta dulu.
Жері. Барақта. Антуата бұл стоматология күдді. Бұл орын тардылал. Але. Ана эпиттерин күдді бұл самый сүрінде дер. Мынақ тургун бербек келер бұр от баратын. Қайдақ туртағын, массивтағы туғық ту үйтін аналин сразу олар. Онына үйен баран, үйті құхағын болғаны сразу канализация етем. Бұл үйті құхағын ден бәйті бағары, оны етем еп, оқсы көтеугі бар. Батын олейін, ол бұры бір ұнақта сылтан, сылай потон үйті тоқталын өтсен. Еқан нүкке бір ұнақ аналия қоғамы оқсы көкі керем бұрын барыда. Үйдің барыда ұрыскоп қоралы. Там датчики загрязняются, да? Из-за этого работа... Датчики тялы. Такие борта раз крутить, раз. Он буду на тейн раз погай, а второй сюда кирилла кайла. Ну вообще замечательно. Доволен? Да, мне вообще захотелось вот сегодня сразу же. К вам можно устроиться на работу? Пожалуйста, я тебе нужен напарник. Вообще было бы замечательно. Но это же новые технологии, да? И практически уже надо применять ко всем коровникам такие методы. Так, естественно. Ага. Ну, выбирали как? Выбирали коров, когда запускали. Чтобы тоже не подходило Ага. нормально. Специально тут именно Соски даже для надо, соски, чтобы они были, то есть именно поэтому. Вот именно А. как раз они Подцеплялись, за- чтобы они генетику хорошо. подбирают. А, Да. генетику Да, подбирают. да, именно Конечно. под робота. Под робота. Специально, да. А. Потому что чтобы соски были длинные. Если не они короткие. задние вот так вот близко, он их не сможет подцепить. Да, Просто на да. расстоянии, чтобы Расположение. чтобы длина была хотя бы А. нормальная. Потому что она стакан будет спадывать, она не будет засасывать. Ага. играть. Еще не Вот каждая там корова это туда стоит. не все А, смогу. Так всё что это понял, надо а. еще разобраться с породами. Ага. И конкретно выбрать генетику. Это нюансы. Да. И по генетике тоже там, я видел карточки есть, да, по каждой корове. Карточки, да, там есть как раз длина соска, вымя, значит, доли вот эти вот молочные непосредственно, суставы как стоят непосредственно, холка. Да. То есть там очень много нюансов. Оценку уже вот этих первотелок делают, Ага. приезжают, оценку делают, вот какого класса, элита класса или как оно там. Они же смотрят, все, куда она подходит. Мы тоже смотрим, куда она подходит у нас. Или там она останется, или здесь. Вот сюда некоторых пригоняем, он подцепляет, они может складывать. Ломаемся, раз-два, угоняем обратно сразу, потому что... Ну, то есть тогда, если мы робота держим, то все равно нужно про запас иметь другой параллельный коровник, который... Естественно. который- Да, то есть нельзя только иметь только один робот. И в этих, в роботах только вот элитные, да, проходят? Ходят по, которые подходят по требованию непосредственно. По те, которые- стандартам под всем подходят. Ага. Подходит под робота, под это вот доение. Он же, видишь, как моет. Он же ловит ее там. Ему надо тоже ей думать хорошо, все, и сдоить хорошо, все. А если он сделает это все на одном соске 2 раза, на другом, он не может его поймать, допустим, там где-то не видит или еще чего-то. Ну, и глаз у него, если замылился, он его помоет и все, а все равно не может поймать. Допустим. Это считай, она непрерывно, вода должна поступать. Вот только вот сейчас вот не нагреется до нужной температуры, вот, и нагреватель стоят. Ага. Все, не поступило, он уже пишет, нехватка воды, отключается, все. А, еще вода специально для омывания. Ага. Да, подогрев везде, И Она теплой горячая. водой моет. естественно. Ага. Он и систему теплой водой моет, и коров подмывает, у него же тоже там не нулевая. Ну, это все в совокупности дает больше молока. Ну, Настроение коровы. Да, настроение коровы. она же живая, ты вот живой. Ага. Или тепленькая, или холодненькая. Разница-то есть. Да, есть. Каждый ищет теплую лунку. Вообще отличный коровник. Ага. Я сейчас планирую увеличиться вот с 2 коров на 25, потом последующим потенциалом до 150 коровник хочу построить.
Но вот до 150, так это хорошо все. А вообще сколько человек вот по всему коровнику работает? На данный момент 14. 14 человек. Было 21. Уволились, больше не хочет идти на работу. А зарплата средняя какая? Ну, я не знаю, как сказать, средняя. У нас у ДР, допустим, вот нагрузка увеличилась, у них, если честно, по 90 голов они доят, у них по 70 больше выходит тысяч. Ну так-то вообще средняя нормальная зарплата. Нормальная зарплата, я не скажу, что у нас плохая зарплата. В зависимости ведь от того, кто какую функцию выполняет, кто чем занимается. Что дополнительно? Там что, у нас установлена ежемесячная премия, там, ну, пусть небольшая, 4000, нет. Если нарушений нет, мы дополнительную выплачиваем. У нас ДРки сдают каждый год на классность. Там тоже 18%. Допустим, она 60 тысяч заработала, и 6 тысяч классов посчитали там. Приличная, как бы это получается. Да еще у них премия, да, уральские, ну и так в общей-то сложности, ну все равно нормальная зарплата, я не сказала, не обижаются, только что. Ну вот когда наберешь себе 150 голов, делаешь, тогда и будешь планировать, да, по очереди, чтобы да. у тебя не было никаких сбоев в финансах, ты будешь считать, ага, мне надо примерно, чтобы у меня каждый месяц голов 17-18 телилось. Обязательно. А то я в этот раз получу много, а потом полгода буду сидеть без копья. Вот и все. Там то все в запуск пошли, то все нателились, я с молоком не могу посадиться, не знаю, куда его девать. Вот и все. Будешь планировать все. Ну мы с Вадимом запланируем, да? Все запланируем, когда кого рожать, какими семенами их осеменять. Вот этому всему надо научиться. Ну там застряло, что-то здесь забило. Ну как и с любой техникой. Да, конечно. Наоборот, серьезно, надо. Уже осталось там еще, как сказать, время просрочить. Тут уже все. Это что, нам? Это вам. Спасибо. Да. Посмотрит, которых уже надо срочно загонять, они уже там давно не доенные стоят. Вот, все можно посмотреть. Их силой надо загонять, да? Ну, некоторые не ходят, ленятся, всякие же есть. Лежат просто. Ей надо было подоить, она все еще не пришла, он сходит, ее поднимет, загонит, и все. Вот так, такие есть. И вода, если где-то не поступает, загорается уже на экране, что воды нет. Допустим, там не хватает, или там что-то там с холодильником сделалось, допустим, он тоже сюда же просигналит. То есть вообще всю систему смотрит. Система. Начиная от воды, заканчивая молоком. Если на генераторе или на вакуумном что-то там делается, он тоже показывает, там масло добавить или еще что-то сделать, это все полностью. Это даже все, так, вот, да? все, Вся информация Вообще супер. да. И Леху тоже смотрит. Не, Лёха. Леха там сам по себе. Сам по себе, да? Смотровая комната. Там никого нет. Смотровая, это куда смотреть? На роботов туда, чтобы там не ходили, не бегали все. А. Вот вакуумная. Ага. Вот это вот непрерывно работает. Специальный кабинет для вакуума, да? Да, а как его? Ну куда его поставить? Ага. Оно потому что должно быть. Уже тоже все видишь, это. Ага. И там везде все. Вакуумные двигателя стоят. Двигателя, создают насосы. вакуум. Ну, насосы. Вот. Это здесь. Здесь у него, не знаю, закрыто здесь генераторная. Здесь огромный такой генератор стоит. Ага. Загремелось, высияло, свет пропал. Или Ага. какая-то авария на Генератор, линии. то есть, Он да, включается, для и он электричества. может работать. Ага. Топливо доливаешь, и все. Ага. Вот это на 6 тонн. Ну, там, Это для молока, да? да. Вот это вся система. Ага. Вот это вот оттуда. А в день сколько молока примерно? Ну, вот здесь 3, 200, 3,5 доим. В день? Да. Ага. Ну, как в сутки. Примерно получается. 140 сказали, да, в зале? 130 у него. 130. Ну. Ага. И каждый день увозят. А молоко, Каждый день. а молоко куда увозят? Гребит. На молокозавод. И то есть я могу сегодня пойти купить йогурт, и это будет с этого коровника Ну, молоко. там не только наш, там весь район. И дальше, Ну, и дальше. Это искусственного осеменения кабинет. Будем считать. Ага. Бинарный кабинет отдельно. Это У вот меня ключей нету. сотрудников, да? Кабинета. Ага. Нет, ну где семенатор? Где хранятся. Семя здесь, да, пункта У ней семенения. только семя, здесь больше ничего нет. Ага, ага. А, вот она. Здравствуйте. 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 Ага. Вот осеменатор. Ага.
Здравствуйте, меня Михаил зовут, с Якутии приехал. Просто познакомиться. Блогер. Ну как? Я говорю, Кабинет еще вот покажи. Ну, Я не буду даже открывать, там у меня с ветеринарки все перетащено. Ага. да, он не будет. Ну ладно, хорошо. А. Да мне так все равно. У нас просто в Ахтово жили две Ну. доярки. Да и некому было на этих корпусах. Ага. Мы туда раскладушки поставили, мы женщины там Ага. жили. Мы приспосабливаемся, скажем так. Ну вот Ага. так-то А. сюда перетащены лекарства, сюда все, а кабинет, С того кабинета, да, перетащили? а оборудован, да он как фотосеминаторский. Ничего себе. Тут вообще... Ага. А у меня птичка отвалилась. Ага. ну это как вот для, вообще, в принципе, для отделения даже пункт соединения должен быть. Ну, пункт осеменения. Ну, вообще... Сосуды где-то надо, семя размораживать. Сосуд размораживает, А. приготавливает и Вода сделана, делает, все соединяет. сделано, все. Вообще здорово, очень чисто у вас здесь. Я вообще вот сразу замечаю. Это не чисто. Это еще не чисто? Это я засранка. Да? Здесь... Представляешь, мы уже полгода больше работаем, у нас работников не хватает, да к чему мы там делаем? Здесь даже вот запаха коровника, запаха нет, да, не чувствуется здесь. В этом зале сразу. Вообще здорово. Ага. Ну, ветеринарный могу показать тоже. Ага. Но ветеринарный нормальный, только что там у меня вот это как жили две доярки, приезжали. Ага. Они прям тут жили, значит, Ну да? да, что делать-то? Ага. Ну здорово вообще. Плитка, чайник, все. Ага. Все как в квартире. Отдохнули. Ну, тут это... Холодильник им там маленько Ага. разрешили попользоваться, все, и... Вообще Так что здорово. вот. А где доярки? А уехали? Уехали? Ну, 2 недели поработали. поработают, уедут, приедут, уедут. Может быть, еще приедут, попробуем позвать. Ну, тоже проблемы с кадрами вообще большие. Да. Ага. Так что там раздевалка у мужиков, последняя дверь, но они там переодеваются, такое ничего нет. Ничего особенного. Все, что вы обрабатывать с вами будете? Нет. Не будете сегодня? Вечером еще. Но он говорит, кульку он загнал. Ну все, не знаю, что еще, спрашиваю, что еще. Да, надо. вообще здорово. Я просто очень рад, что сегодня приехал, посмотрел, как коровники в других регионах строят, как Он садятся, себя как коровы хочет на севере содержат. построить. Ага. В Якутии. В Якутии такой коровник. Это вообще как будто офис же. Это какой-то Ну офис. так-то, да, конечно, оно что, реконструкцию сделали, тут как бы все подделали, Ага. оно завидно все, мы стараемся, берегем, вот, то есть, что тут начало шкатура отваливается, но все равно Да, ну, это вот все А как... коровы-то у вас какие? У нас, да, любые коровы можем содержать тоже. Нет, Я- галстины или что? Я сам сейчас, у меня 2 коровы у себя дома, красный пестрый. Красный пестрый есть и еще, Но они не очень крупные. они почти одного роста вот с галштинами. Ну Они, ты вот они зайдешь, крупные. да куда она тебе, так? Выше? Примерно вот так, ага. Ну вот. Примерно, вот. Они крупные какие-то. И вот сейчас я дою молоко с 2 коров примерно 40 литров в день в среднем. 42, 43 бывает. Просто что, здесь сейчас очень крупные, которые коровы им пробовать, это не очень удобно. Ага, ага. Не, мы хотим именно закупить, но нам придется закупить именно коровы под робота. Ага, ага. Но мы думаем на черные пестрые. Вот, Ага. самое. Именно, да, вот так. Для их условий это вообще идеальный И вариант. в роботе она себя, вот маленькие, которые у нас есть еще старенькие Ага. коровы, они заходят, они себя комфортнее чувствуют. Ага, ага. А большое-то она зашла и тут не поесть, там ее уже поджала. Вот Ну она это вот стоит. как раз оборудование, почему говорят, вот сейчас то, что касается, мы разговариваем по поводу фиксированной семьи, значит, там есть пункт непосредственно, то есть коровы, которые раньше вот были, они крупные, оборудование, которое, значит, они не подходят под это оборудование. И поэтому коровы сейчас должны есть меньше, то есть им там перекармливают, она может есть столько же, но ее физиология, она даже меньше. И она как раз под это оборудование и под эти же роботы, она будет подходить. Это европейские, опять же. Но если наши научатся делать оборудование такое, ну это уже вопрос другой. Ну, А черно-пестрая, это она ведь не сильно крупная, она, Она не сильно нормальная. крупная. По физиологии. Да. И она И как мне сказали, самая добрая порода. Черно-пестрая. Ага. добрая. Как относиться будешь? Ну, да. так же, да. Как Ну, человек. как человек. ага. Если она их каждую знает, и они ее слушаются, она с ними разговаривает, Ага, они ага. ей подчиняются. По голосу да, знает, да. Конечно. Ага. А если По приди запаху кто, и по голосу. приди кто чужой, так понятно, там уже Ага, ага. паника начинается. Ага, я заметил, ага, тут меня азиатского парня посмотрели. Сразу начали двигаться по-другому. Нет, они чуть- Да. А как иначе? Жизнь одна просто.
Это вот первотелки, да? Нет, это телки. Это телки. Это телки, им здесь месяцев по 10, по 9. Ага, они когда рожают у вас? Они у нас, мы в 13 месяцев уже их осеменяем. Ага. Ну, там, 18 месяцев, да? плюс 9 месяцев, все уже. А, как вес набирают. Сколько им, вы сказали, вот сколько месяцев? Ну, 9-10 вот эти вот. Ну, еще года нету, да? Нет, А, они вообще здоровые. они здоровые. Они очень здоровые. Ага, они очень здоровые. Ага. Убив саған толиктер. Вот видишь, где наложено удаление, то что сюда Ага. выталкивать. Там Есть. яма, Ага. и вот там у нас стоит будка, в будке насосы стоят, и через насосы Ага. выкачивают трактор. Ага. То есть каждый день выкачивают? Нет, через 2 дня на 3-й. А, и примерно сколько кубов там набирается? Смотри. Там вот туда, эти не убраны, не туда. А, вот, да? Бочка, это вот сюда вкачивается. Ага. И тут насосом сверху, да? А потом куда? Вот там насос, Ага. насосом все выкачивается. Подожди, яма, то есть еще здесь вот. Нет, она вот там тут по Ага. корпусу, ну вот туда под будку. Это вот, короче, туалет, да? Коровий туалет. Ага. Печкой. Ага. Вот там насос. Ага. А это там что? Это бетон? Это навоз. Нет, Это навоз уже? навоз, ну, видишь, А, он сверху замораживает, да? замерзло уже немножко. Ага. Ну, она так не топит печку-то, не это, не включает ничего. Ага. Немножечко, корочка сверху. Ну, когда сильно там морозы, мая, так, конечно. Ага. это Не продумано, немножко не доделано, до ума не доведено. было, наверное, в корпусе. Ага. Ну вообще здорово, отдельное сооружение для Нет, так это как, конечно. этого строить. Это же очень много навозу получается. Ага. Что 140 голов, если рассчитывать на 140, да еще там телки стоят, очень Ага. много. Ага. Они же едят, сирют. А навоз потом куда? Это все на полях. Вот там у нас Там площадка, ну, А? площадка. выкачивают туда, и оно там год-два перегноем вывозят на поля. Мы А. сразу не вывозим. Оно Не, там у ну, нас по хранится нему так. нельзя сразу. Ага. Но Купите, да, короче? Да, оно да, да. Ага. Ну, как ты говоришь, кучкой купишь. Ага, ага. Ну, вот такая же кучка. Ага. получается несколько кучек, такие бурты натолкают. Ага. А потом трактора, вот они, месяц назад возили. Они, наверное, недели 3 возили на Ага, поля. ага. Развезли все. А потом в свои же поля, да? Конечно. Удобрения в свои же поля. А вон поля-то вон через дорогу. Ага. Нас Ага. далеко не надо никуда ехать. Силосная яма. О. А ты чё? Ничего себе. Круто. Ол бұл кер штугалар, оны керем, тракторлар тарқата әрі. Керегі бей керен тарқатарын үстіп көсіп. Mana kau lele itu tak. Oh itu. Traktor na onyu je tu. Oh buah kaya tak burulu terkerot. Kuyerim. Mantan Allah ete sarkay. Nese bu doğru yok bulak. Bir burun var bulak. Doğru burun var. Göz tutu. Devam ettir lan bana. Ага. А вообще по рациону насколько вот по сенажу, по силосу, Вот это. по сену? Ну, мы считаем примерно как где-то 55 килограмм на корову в среднем. 55 килограмм на корову. На сеннаш силос, вот это вот. Ага. Кукуруза там, ну, кукурузу и сеннаш это примерно 50 на 50. А комбикорм там, вот здесь нам дает она
А сейчас еще раз расскажешь, пожалуйста. Вот трактор. Ага. Всем наш мы даем там до 11 килограмм, короче, на голову. Ага. А в кормушке там уже сколько надоет, столько он ее цыплет. Ага. А траву сколько даете? Вместо мы такой травы, у нас нету такой Ага. травы. Вы все в смеси Но даете. это у вас трава, у нас Это нет. У нас вот они привезли, вот там Ага. кукурузный, Ага. кукурузу силос Мгм. привезли. Это кукуруза. Ага. А тут все уже смесь. Там и клевер, и Ага. люцерна, и все, что может. И однолетка может быть, которая Ага. уже. Они Так сейчас что- стену-то не рубят даже, по-моему. Нет, они рубят, который раз у них Ага. есть, если сильно что-то такое. Ага. Они сено рубят, солому тоже рубят, добавляют. Ага. Потому что не хватает грубых-то немножко, и добавляют. Ага. Хорошо. Так что это обязательно даже. Это вот ремонтный, да? Ёлки на покрытие. Телки на покрытие. Там не одни. А тут у них навоз как убирается? Трактором заталкиваем. Ага, просто, да? Ага. Тоже через 2 дня на третий А. солому затаскиваем, эти рулоны раскатывают, Ага. а потом выталкивают и все. А они на мягкой постилке, то есть, да? Ну как? Так можно назвать, да? А вот еще одно животное. Это живет здесь животное. Да, хозяйка, да? Местный. Она любит, когда ее Здравствуйте. корову таскают, Ага. лижут, за хвост грызут. Да. Мазохисты. Голубей-то вон она наловит, Ага. поест. А голуби Перед лежат, все уносило. голуби в качестве вредителей, да? В качестве разносчика всякого говна. У тебя все? Ол роботтар подалтырар. Булла ана. Терроризер. Тиңәләр киндер. И того по технике сколько здесь вот тракторов у вас? Сколько тракторов примерно надо будет? Ну вот один на раздаче кормов, погрузчик вот Ага. грузит, потом один на навозе. Ага. Так вот. И все, да? Ну и Три. большой трактор еще вот там бочку большую таскает. Ага. Ну это он как получается спецтрактор. А у вас по подготовке корма там другая бригада? Ага. Другая контора, да? Ну, то есть тоже одно и то же, но... Только что она по бригадам, там 3 бригады по всем бригадам Ага. ездит и все. Но там- У нас здесь маленькое поголовье, Волкове такое же поголовье примерно, а в Вирджинии-то в самой-то там Ага. только коров 800 с лишним голов, Ага. а остальное-то еще эти. Ну, более Там сезонная сколько там, работа, да? 11 или 13 корпусов уже. Ага. Там, ну, Но у нас трактора, которые в поле работают, они здесь-то не работают. А, Отдельно. Там Ага. уже такие большие которые на трактора, посевной, что- на Да, Ага. Сколько человек сележивает? около 400, наверное. А, большой, так большой, если меньше, тяжело. наверное, поменьше поменьше. уже. Ага. У нас А дом школа есть? культуры, дом творчества, школа, детский сад, медпункт, 2 магазина, Все есть, да? всё есть, Почта. почта. Тоже Ага. как Ева же. Ага. Инфраструктура. То есть, Ага. Мне вот очень интересно было сегодня посмотреть на роботов. Я бы вам заплатил бы, если у вас был бы агротуризм. ага. Агротуризм, это что хочешь показать? Ну, себя вот там векут. коров показать людям, Да, какие они, робота показать. А то вообще представления мы не имеем, как Ну да. робот выглядит. Я сначала думал, это какие-то вот такие роботы. В косыночках бегает? Да, бегают там. Это. Мы тоже первое время, что за роботы, у вас ну, в деревне-то спрашивают, ну, так что, бегают такие маленькие человечки железные, за титьки коров Да, Ну, вообще, хорошая экскурсия. Спасибо вам большое. Вообще замечательно то, что я приехал сюда. Замечательно, что ты приехал. Да, замечательно, что я приехал, увидел. Замечательно, что тебе организовали такой Ага, ага. экскурс. Да, спасибо большое.
Я не знаю даже, где бы я еще посмотрел бы, где вы мне еще тут рассказали бы. Прямо так. Да, прямо так подробно, как родственнику. Ага, отлично. Ирбит, город Ирбиттер. Тут мотоциклы делали, да? Завод мотоцикла Урал, где Москва барбита. Урал здесь делалось. Здесь наши любимые Уралы. И велосипед, да? Урал. Велосипеды не знаю, а мотоцикл точно. Мотоцикл. Урал мотоцикл много говорит, коротко. Потом лут. Сейчас говорите уже за границу, да? Ну, они и раньше шли за границу. То есть они, он уже хорошо по пустыне, по песку. То есть он очень, как это, не требовательный в эксплуатации. А в России уже практически не продается. Ну, в России, да, я уже не знаю, сколько на рынке нету. Есть вообще. Только на экспорт. В всяком случае, был на экспорт. Чтобы это было гвозилер. Тут как будто город-музей. Все такие Да, он дома. старых построек. Еще покрасили, все очень красивенько. Оформили все здесь. Вот это. Ну и есть дома, которые не покрашены. Пока что. Эти пока не Это покрашены. у всех. У всех городах. Во всех городах так. Некоторые реставрации будут. Это интересно, какого года постройки? Начало 20 века? Начало, наверное, то есть считай, если он 1600 какого-то года, то есть это... Ербит 1631 года. Вот здание, вот видишь, какое здание. Вообще красота. Музей гравюры Иркутской. Это музей гравюры, да? Вот старые здания строили еще предки. При царе Горохе. Предки предков, так скажем. Ну, это купеческий вообще город. Купцов. Здесь же ярмарка была, Ирбитская ярмарка. Известная, да? Да. Здесь поэтому... А вот здоровое здание, Вот там это молокозавод. молокозавод Ирбитский. Это самый известный в Свердловской области. Самый большой, да? О, сколько здесь. Ну, можешь зайти в магазин, посмотреть продукцию. Зайдешь? Именно магазин и... Ну, есть магазин при заводе. Ну давайте. А чё? Это сколько здесь воды-то, машины здесь? Вот, видишь, Ирбитский молочный. Ирбитский овощезавод. Опа! Сколько танкеров просто. Это в очередь они стоят все здесь на сдачу молока. На сдачу молока? Ирбитский овощезавод. А молоко где? Магазин? Магазин вот он здесь. Ага. Сейчас где-то встать надо здесь. Был Лакан Тох. Молочный завод. Ага. Буренка. Во. Фирменный магазин керебит. Он на тох парень купить. Как обычно, ведь надо ведь в первую очередь. Здравствуйте. Бугин распорта. Йогурт ирбитский. А он без кубай. Йогурт крауту дикя кубай мандак йогурт. Ирбитский греческий йогурт. У бардаманна оғылы продукциялар кемнері. Кефир BM1 сокковой 300 грамма. Пастеризованное молоко 0,2 BM сокковой. Литровый бренд кипчикеде. Оны маннек бар. Намы күттер. Хеттон бир кой.
0,9. Сөгей. Сметана süs 4,5. Kefir 4,2 koy. Bu man ne kadar üppüt? Bigi maren körbüt tohput üppüt. Bu zavodka kadar onunla mantan atılanlar. Anı parılısıya bulun. Tutti frutti den oluptur. Yogurt bir sahara oluptur. Здравствуйте. С прошедшими праздниками вас. Турист. Новые камеры. Это камера, ага. Я на камеру снимаю и цену узнаю, сколько здесь. Ага. Ну, всего доброго. Ага. До свидания. Не, давай, ты ж с утра, получается, увезу. Не хочу. Не-не-не, давай, я увезу, конечно, я увезу. Вообще, да, вообще здорово. Вообще очень дешево. Вообще. Как так у вас Нет, ну дешево? ты видишь сразу, сколько ты вопросов сразу убили. И в молочницу посмотрел. Ага. Ну, надо еще вообще заехать сюда, посмотреть бы. У них тут экскурсии, наверное, проходят, да? Вообще люди очень приветливые. Здесь тоже в магазине. Сразу никто так негативно не реагирует. Ну что, типа, и- ты тут снимаешь? Да, типа? я снимаю там. Что ты там снимаешь? Нет такого. Мне спросили, вы снимаете? Да, ну, сразу там. Нормально. Я сказал, что я турист. А так и есть по Ну, части. Так, сейчас. Бутура, заводка галлибит, завод Уралом урur. Совоку бутура. Логотип бутура, мотоциклетный завод кен. Мотоциклетный завод. Ол онтон сагаланар, оны бу барта завод. Ол оны койга тие. Комойо кийин барта үллехелле абыт, барта топ калабыт, оның маны будакка бизнеске кычаабыт барта. Бу баччолхан күстәх терилте. Комойо кийин бутура вологото. Памятникары болон калабыт. Можно поближе подъехать. Ага. Да, отсюда видно. Это вот тоже завод какой-то, да, видно? Это какой-то завод или фабрика или что-то типа, ну такое было, блядь. Ага. Вообще здоровый. Да. Ну старое здание, видно. Ага, еще старый. Красота какая. Можно спросить, конечно, что это за здание. У парней. Ага. Парни, подскажите, а вот Здравствуйте. это что за здание вообще? Это что-то типа мельница или что-то. Это мельница старая. Ага. Старая мельница, говорит. Ну вот, я говорю, это старое какое-то А еще мельница. у нас же есть гиды, если вам интересно, у нас же есть гиды. Гиды по городу? Дома. Одна из исторических зданий, а остальное это у нас, сейчас скажу, старый город. А Ага. они вообще будут делать реконструкцию? Нет? Не, здесь может быть когда-нибудь будут, но реконструкция однозначно не будет. Могут только сделать, не знаю, какой-то ремонт небольшой, что ли, обновить, швы зачистить и все, наверное, больше ничего не сделаем. Ага. Спасибо.